Команды школьников со всей России съехались в Букупу, чтобы побороться за Кубок «Молодежь России. Созидая будущее». Здесь собрались самые настоящие лидеры. Более 40 школьников в течение 3 дней показали свои способности в языках, познакомились с творческой деятельностью талантливых ребят Республики Башкортостан. Начинаний вам добрых, успехов замечательных, но самый главный успех у вас сегодня уже в руках. Вы уже лидеры, и вы уже сидите здесь, будете участвовать во Всероссийском кубке «Молодежь будущего». «Молодежь будущего» – это вы, и мы на вас надеемся. Успехов вам! Участниками кубка стали команды из Уфы, Салавата, Оренбурга, Тамбова, Ростова-на-Дону и Москвы. Они выполнили самые серьезные задания, выступили на английском языке с презентацией своего проекта. Каждая команда рассказала о своем городе, о традициях, об архитектуре и университетах. Юные лидеры должны быть не только интеллектуально подкованными, но и также быть творческими людьми. Конкурс инсценирования песен показал способности участников Кубка. Командам необходимо было подготовиться и раскрыть содержание русских народных песен. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. Одним из важных этапов Кубка стало проведение дебатов на английском языке. Команды рассуждали на тему будущего, о том, как защитить природу, сохранить окружающую среду. Дебаты учат выступать публично и проявлять свои лидерские качества. Дебаты – это умение говорить, прежде всего. Это умение отстаивать свою точку зрения. Это умение, то, чему мы учим детей, это умение отстаивать точку зрения со стороны, с позиции какой-то социальной группы. Ну, сейчас вы увидите, например, что дети будут говорить с позиции журналистов или представителей промышленности, или с позиции правительства. То есть мы учим детей думать. Думать не только узко направленно, но и думать, как я уже сказала, с позиции какой-то социальной группы. Это важно. Более того, мы это делаем на английском языке, то есть на языке международного общения. Я не первый раз участвую в дебатах, но на английском языке в первый раз. И для меня дебаты – это место, где можно услышать не только свою позицию, но и другие. И, следовательно, понять ситуацию не только с одной стороны, а понять, как складывается многоугольник, и увидеть, что все ситуации многогранны, и все они разные. Разнообразие конкурсов позволило каждому участнику проявить выдумку, смекалку, способность работать слаженно и внести свою лепту в выступление команды. Учредители и организаторы Кубка, экспертные комиссии, руководители команд, зрители с волнением наблюдали за ходом соревнований. И вот наступила торжественная церемония награждения команд победителей Кубка. Диплом и кубок 3-й степени получила команда из Москвы. 2-е почетное место завоевала уфимская команда, а победителем соревнований юниоров стала команда из Тамбова.